сегодня и вчера 2 дня была конференция за европейские ценности, русско-российско-европейский диалог был. Работа была очень плодотворная, общение было, разные были взгляды, разные были точки зрения, но в принципе все прошло очень на хорошем уровне прошло, и хотелось бы поэтому сказать благодарность организаторам, МИДу Германии, форуму русскоязычной Германии, мемориалу, и всем сказать огромное спасибо. Я считаю, что такие встречи надо проводить почаще, нужно встречаться, разговаривать и обязательно говорить не частичную правду, а полную правду по преступлениям Путина, России. И вот недавно было убийство Зелимхана Агашвили здесь, в Берлине, и разные европейские страны, в том числе Германия, должны как бы более объективно, непредвзято подходить к этому. И так далее. Значит, с тех пор прошло 4 года. Вчера мы услышали, как в Страсбурге человека закапывают в землю за то, что он подал, значит, на путинский режим в Страсбургский суд. После этого его там еще 7 раз ножом ударили и так далее. 3 недели назад мы видим, что убили здесь человека. Постоянные какие-то вещи происходят в Германии. Там от того, что ледоруб 20-х годов или 30-х сменился сейчас на духи, так сказать, отмены речи, получается, что режим то же самое творит, и уже это настоящий спрут. Это происходит не только вот вещи на Кавказе и внутри России. Получается, что уже давно здесь, на Западе, вот эти вот метастазы распространяются. Которая некоторыми своими структурными чертами и практиками похожа на идеологию нацистского периода, но я не считаю, что так уж полезно, так сказать, их сравнивать, потому что мы живем в совершенно другую эпоху, с другими технологиями, но мне кажется, что эту идеологию следует изучать, к ней следует относиться серьезно, потому что она является очень сильным мобилизующим фактором. И кто мне сейчас не верит, прошу подождать несколько месяцев до 9 мая 2020 года. Спасибо. Народная ассоциация «Мир и права человека». Живу в Страсбурге и, в частности, работаю и с Советом Европы, и Европейским парламентом. И владею некоторой информацией о состоянии прав человека. И первое, я хотел бы, чтобы наши делегации представили возможность выступить где-то 10-15 минут для доклада. И хотел бы отметить, мы с Черкасовым очень хорошо друг друга знаем, встречались на конференции в Париже, и многие здесь сидящих я знаю и с уважением отношусь к правозащитникам, но хочу сказать, если мы правозащитники, то мы должны быть именно принципиальными и говорить правду, независимо от того, о ком мы говорим, не акцентируя на национальную принадлежность. Я впервые с Черкасовым не согласен в отношении того, что, сказать, чеченская война или там кампания, это никакого значения, что это ничего не значит. Есть одно произведение литературное, в котором говорится, как назовешь корабль, так и поплывет. Конечно, можно назвать по-разному, если оправдывать российскую агрессию против чеченского народа, это можно назвать и кампанией, еще как угодно, и борьбой с терроризмом. Я, например, в своей жизни никогда не совершал преступлений, но в
понятии российских властителей я тоже террорист. Хотя никогда, ни разу я даже не был вызван в полицию или милицию. Я 32 года работал, и от оператора до министра связи, и никогда не совершал преступления. Почему меня называют террористом? Вот это вопрос. И хотел бы отметить, что Путин свои преступления начал с Чечни. Именно. И если бы Путина остановили в Чечне, то не было бы Грузии, не было бы Украины, не было других. Мы правозащитники, и мы должны говорить правду. Значит, я составил материал именно против Путина и власти России в отношении преступлений, которые были совершены. Значит, 2 агрессии, геноцид, преступления против человечности, военные преступления. Эти преступления имеют свой факт, и это неопровержимо. И мы доказали, что это неопровержимо. Я 6 лет работал над этим материалом, я юрист международный. И я представил в Гаагский суд весь этот материал. 6 лет я добивался того, чтобы Гаага приняла этот документ. И когда в 2014 году я подал предварительное заявление, на меня было совершено покушение путинской власти. Меня 3 суток пытали и закопали в землю. До этого дважды меня стреляли, пробили насквозь 2 пулями. И «Комсомольская правда» писала, что я убит. Ну и, естественно, нелестными словами отзывалась обо мне. Ну и в Турции, когда я выступил против российской делегации, против посла России, через неделю против меня было совершено покушение. После возмущения российского посла, значит, он буквально с угрозой выступил по телевидению Турции, и после этого через 2 недели было совершено покушение и нанесено 7 ножевых ранений. В том числе была пробита сердечная оболочка. Но я это все рассказываю, потому что объективности со стороны российских правозащитников, ну, если даже есть где-то в чем-то, но не в полной мере. К сожалению, многие не хотят говорить о власти Путина, о его преступлениях. Первоначальное его преступление – это его заявление мочить террористов в сортире. Как правозащитники вы все знаете, что есть закон, международный закон презумпции невиновности. Он в данном случае всех чеченцев приравнял к террористам, и это дало возможность российским преступникам, военным, совершать преступления под прикрытием его слов. И это является основным преступлением. Но почему-то об этом никто не хочет говорить. Я часто выступаю перед европейскими политиками, и когда я говорю о том, что надо говорить правду, многие говорят: а что если Путин нажмет на красную кнопку? Это же гибель и Европы, и мира, что это трагедия. Да, это ни в коем случае нельзя допустить. Мы, чеченцы, пережившие такую трагедию, мы против войны. Мы не хотим никакой войны. И мы будем бороться за мир, за верховенство права и справедливости.
Но нам надо бороться с этим вместе, и нам надо говорить правду. Вы, к сожалению, говорите мало правды. И вот сейчас, здесь выступая, некоторые как-то вот такие пустячные вопросы поднимают. Когда в России есть очень много серьезнейших вопросов, и вы знаете, что российская власть в лице Путина и его окружения готовит новые трагедии, новые кровопролития. И если мы все вместе не будем против этого бороться, я думаю, что трагедия неизбежна. Потому что Путин, который хочет властвовать всю свою жизнь, он просто так от власти не уйдет. И, естественно, он совершит тяжкие преступления еще для того, чтобы сохранить свою власть и властвовать над россиянами. Если вы задумаетесь над тем, зачем Путину и властителям России нужна боятся независимости Чечни. Чеченский народ никуда не собирается уходить от России, от дружбы с Россией, от территории. Мы свою землю никуда не перенесем, мы будем рядом, и мы, естественно, обречены навсегда, чтобы вести диалог, иметь хорошие взаимоотношения. Но свобода – это свобода желательна для всех. И мы, как обычные, как все люди, хотим этой свободы. И, конечно, мы законными правовыми средствами этого будем добиваться. Спасибо. 7 часов приезжает бронетранспортер и 50, 40, 30 автоматчиков. Это я вам говорю, это кошмарный сон. Более того, приходят, через окна врываются в дома, в квартиры, делают это спецоперация, да, получают за это хорошие деньги. Вы послушайте, да, как они искусственно создают терроризм. Террористы сидят в Кремле. Мы люди, которые, они терроризируют, они все это перевернули, понимаете? Мочить в сортире, это его было начало мочить, значит, нас. И каждый, наверное, думал, я хорошая, я порядочная. Да, я тоже думала, я хорошо своих детей воспитала, я 3 детей. Я заслуженный работник образования России, я работала всю жизнь в муниципальной сфере. Но у меня сын теперь стал экстремистом, понимаете? А потому что террорист Путин, это его режим, это его система. Я не знаю, как спасти моего сына. Понимаете вы? Мы все это очень понимаем. Чеченская делегация, как группа чеченских активистов, 2 дня провела на форуме русскоязычные европейские ценности. Этот форум был организован Игорем Эйтманом и Алиной Питман, которые создали здесь Фирайн в Германии, в Берлине, которые занимаются такими политическими правозащитными вопросами. На форуме выступали очень известные люди, писатели, публицисты, люди, которые занимаются правозащитной деятельностью. Также в конце этого форума было предоставлено слово чеченскому правозащитнику, руководителю организации, международной организации по защите прав человека Сайдамину Ибрагимову, который в своей речи попытался донести до слушателей информацию о том, что чеченские организации чеченцы подали в Гаагский суд документы, которые должны быть рассмотрены как нарушение военных преступлений Российской Федерации против Чеченской Республики Ичкерия. И мы предложили здесь, в этом зале, в этой аудитории, чтобы эти люди тоже каким-то образом, возможными способами поддержали нашу акцию, поддержали наше стремление к свободе и независимости, поддержали наши акции
привлечению уголовной ответственности лиц, которые совершили военные преступления на территории нашей республики. Вот эта конференция прошла очень хорошо, нам понравилось, познакомились с кучей людей, полезно для нас, обменялись контактами. Я думаю, что в дальнейшем мы сможем принимать более такое углубленное, серьезное участие в разных конференциях, в разных мероприятиях. Мы должны быть здесь, потому что эта проблема нарушения прав человека в первую очередь касается чеченцев, потому что чеченцы на нынешней территории Российской Федерации самый беззащитный народ, над которым, в общем, совершен геноцид. Тех убийств, которые совершаются против чеченцев. И, пожалуйста, еще минуту внимания. В российских тюрьмах находятся десятки тысяч защитников своей Родины. Значит, это те, кто шли на защиту своей Родины, они брали оружие, считая себя народно-освободительным движением. И хотел бы отметить, что к этой войне людей брать суверенитет и прочее призывал сам президент России. И призывав чеченцев и запустив как ключ машины, запустив мотор, он пошел по другому пути и начал эту военную, как здесь выражались, кампанию. На самом деле это агрессивная, преступная война. Именно в таком контексте и надо всегда говорить об этом, если мы хотим быть объективными. Спасибо вам, всего доброго. Я надеюсь, что между Россией и чеченским народом когда-нибудь воцарится реальный мир, и мы будем жить дружно и счастливо. Спасибо.